Сәмбәне хүндеті харакшыт. Мұнадыр турухи хылынгығын дамжулғымны хойырдыхи улзылғы, хойырдыхи хышыл. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая серия программы «Турухи хылын». У нас в гостях известные деятели культуры и искусства. На примере их реплик мы будем учиться выражать свои мысли о бурятском языке, о своем взаимоотношении с бурятским языком и поделимся своим мнением о том, как его сохранить. И наш сегодняшний гость – художник Юмжана Сюй. Ваша история с бурятским языком. Как вообще в семье говорят? Вы как изучали, не изучали? В школе преподавали бурятский, но как-то... Не знаю, мне кажется, даже не было понимания, то, что его нужно учить, и как-то, этот подростковый максимализм, типа, зачем мне это нужно, и все такое, тоже сыграло большую роль. Ну и плюс, как-то все очень было, мне кажется, в школе, как-то... Мне кажется, много в каких школах сейчас бурятский, он какой-то очень непонятный преподавание. И мне кажется, у детей самих нет понимания, что нужно учить, зачем это, для чего. Вот. А, соответственно, если нет понимания, нет желания, нет цели. Вот. И сейчас я, конечно, понимаю, что нужно учить. И я буду. Я, в общем, должна была взять вообще курсы бурятского в сентябре, но я его решила принести, потому что у меня по учебе очень много было всего, я не успевала. Вот. Так что с января, когда будут каникулы. У вас в планах, в общем, да. наполеоновские, да? Ближайшее время. А у вас, получается, мама бурятка, папа китаец? Да. Китаец, он прямо из Китая или здесь, где-то в России вырос? Нет, из Китая. Из Китая. То есть он говорит по-китайски? Да. Вы говорите? Почти та же история с китайским. В ваших работах прослеживается стиль бурят-зорак, буддийских танка, вообще вот то, что нам знакомо, вот наши мотивы, так скажем. А почему вам интересно это? Вообще, мне кажется, у меня путь пошел с какого-то отрицания. Первые осознанные работы, они, мне кажется, не были никак связаны вообще, просто это был как-то поток сознания, так сказать. А потом, не знаю, как-то подсознательно, мне кажется, это даже как-то начал проявляться интерес. Вообще, мне очень нравится буддизм не в плане даже сколько религии, в плане сколько искусства, потому что, оно очень вдохновляющее, и вся эта техника, и вообще это очень красиво, и плюс еще те смыслы, которые туда вложены, это все просто вау. И в один момент я как-то пыталась реализовать свое искусство, куда-то начать выставляться, вроде того, мне было лет 15, по-моему, не знаю, и тогда я начала писать различным, галереям, не знаю. И у меня один раз я отправила работы и мне на почту, и мне отправили ответ, типа, а у вас есть работы бурятские? А я как бы не совсем поняла вопроса, потому что, я как бы вроде бы двойная бурятка, я живу в Бурятии, что они хотят видеть. И здесь как раз-таки проблема, мне кажется, сувенирности понимается, потому что многие работы, как сказать, не то чтобы многие, просто, мне кажется, выше ценятся работы, которых есть, прослеживается вот эта явная... Самобытность? Нет, не самобытность, а какой-то этнический какой-то мотив. То есть, например, там буряты в ДКЛах сидят в юрте, там, не знаю, или рядом с конями еще, что-то такое вот явное. И я не понимала, почему так. То есть, почему только можно пробиться через вот это вот, то есть воспринимается. А потом я поняла, что, это же моя культура все-таки, и мне это очень интересно. И я не хочу прямо рисовать, конечно, вот такие вот картинки, типа сувенирные. Не хочу, конечно, бежать просто, это не мой путь был. Но я понимаю, что, с другой стороны, мне это моя культура интересна, и вот. И я начала как-то больше интересоваться, вот скорее больше в буддизме даже, чем... Вам нравится бурят-зорак? Да, конечно. Техника, она вообще просто такая... Не знаю, как сказать. Техника, да, конечно. А среди молодых художников есть последователи именно этого стиля? То, что я слышала, что очень мало сейчас кто рисует,
в этом стиле и вообще, ну, утрачивается? Ну да, мне кажется, мало. Ну, я бы не скажу, конечно, что я сама-то просто, мне кажется, какие-то элементы просто... А вот если Именно полноценных не хватает, полноценных, да? мне кажется, нет. Что касаемо вот у нас в Бурятии, ситуация с бурятским языком. Вам сколько? 20? 19 19 исполнилось лет. недавно. 19 лет. Вы как раз тот пласт молодежи, ну, молодежи, так скажем, которые большинство, вот, ну, не говорят, ну, как бы уже... Ну, и я в том числе. Да. Как-то сейчас вот вы видите, ну, меняются ли отношения, что говорят вот, в среде в какой-то отношение к тем, кто владеет бурятским, допустим? Не могу, конечно, за всех отвечать, но если насчет моего окружения, то да, интересуются и вообще, в принципе, своим прошлым начинают как-то больше пытаться углубиться. Но опять-таки из-за того, что все это как-то очень все скомкано, непонятно, и нужно прям рыться в архивах, мне кажется, это тормозит процесс. Но в плане языка очень много кто не говорит, я согласна. Мне кажется, частично из-за того, что... Мне кажется, большинство, кто говорит на языке, это потому что в семье так. А те, кто не говорит, ну, соответственно, в семье не говорили. И это, конечно, блин... Как сказать? Зависит от нас, только от нас, будем ли мы изучать или нет. И такой вопрос очень, не знаю. Сложно? Да. И чего вам не хватает для того, чтобы изучать язык? Ну, сейчас как будто бы, не знаю, внутренний какой-то дискомфорт, что ли, из-за того, что... Я даже не знаю, как это описать. Внутренний дискомфорт, как будто бы по отношению к самому себе, то, что вот, типа, ты не знаешь. И это какое-то самоугнетение, что ли. Типа, вот, как будто бы я вот не знаю, и вот вроде бы нужно начинать. Но это какая-то прокрастинация скорее. И я поняла, свою себя на мысли, то, что нужно изучать и свой родной язык. Не с такой мыслью, то, что типа вот тебе нужно, потому что вот ты должна вот так вот. Из какой-то, наверное, вот любви нужно это все делать, типа. А как вы для себя объяснили, ну, как вы для себя отвечаете на вопрос, зачем надо бурятский знать? Ну, культура, не знаю, сейчас. Просто сейчас, мне кажется, такой момент, когда зависит реально вот от нас, от меня, от нашего поколения, будет ли наша культура продолжать жить или нет. И это очень такой ответственный момент. И мне кажется, давящий очень в то же время. Вот. И, конечно, я понимаю, что это очень нужно. И чтобы сохранить эту часть и вообще... Мне кажется, это очень круто, знать свой язык, хотя бы из-за этого. Какой бы вы были, если бы вы знали бурятский язык? Чем бы вам он помог? Да, хотя бы, мне кажется, в Монголии помог бы. Все равно в той или иной степени, потому что если бы я знала, например, бурятский, то мне было бы все равно проще выучить монгольский. Хотя они разные, конечно, но, например, по опыту своих подруги, например, которая знала бурятский, но, правда, у нее сонгольский, так что там еще ближе. Ну, разговаривать с родственниками, да, и вообще с другими людьми на бурятском. Мне кажется, это куда круче, чем на русском. Что-то можете сказать? Вообще, еще читать. Бурядар, можете что-то сказать? Нет. И мне очень стыдно. Вот как раз-таки мне это тоже кажется какая-то такая... Не то, что проблема, вот как раз-таки еще одно такое деструктивное чувство, это когда типа как-то стыдно или неловко, и это тоже, мне кажется, очень мешает. Барьер, да? Да, барьер. И вот я не могу от него избавиться тоже. А как, ну, он у всех, мне кажется, и в переходе с диалекта на литературный, и в переходе с русского на бурятский, и на диалект, вообще, мне кажется, у всех у нас барьеры. Нам надо как-то избавляться.
Да. Ладно, через год Да. давайте, Бурядар, Давай. на интервью встретимся. Хорошо. Хорошо. Все, спасибо большое. Все? Да. А теперь давайте посмотрим, как можно оформить на бурятском языке то, о чем говорила Юмжана. Бэрмагы асудылды. Бурят хылны асудылар хэн тэші хубилылты болыныгу. Вы чувствуете, как меняется ситуация вокруг бурятского языка? На этот вопрос Бэрмы Юмжана отвечает. Не могу за всех отвечать, но насчет моего окружения, то да. Интересуются своим прошлым, пытаются углубиться, но из-за того, что скомкано, непонятно, мне кажется, это тормозит процесс. Бурядар хылвул имы волны. Булты зон тухай хылыхы вып. Харин мини танил нут. Нухыт тухыре хонирхына. Гунзыгыгор узыхые оралдана. Харин олың зылте дерехень. Хундор элгагдана. В плане языка много тех, кто не говорит. Хылыне талар олың хунут мыдынывы. Большинство тех, кто говорит, это те, кто говорит в семье. Бурядара хылдык хунуде олынин гырте хорылдыдык. Это зависит от нас, будем ли мы изучать. Дуорхы губди, алюгыгу, манха долдыдыха. Бэрмагы, чего не хватает изучать язык? Хылы захыдытне юng дутувеным, юng хырыктевеным гыжыгурхыдын, Юмжана и гыжыхарюсына. Это очень сложный вопрос. Эны ихы хунды асудал. Внутренний какой-то дискомфорт, самоугнетение, что ли. Не знаю, как это описать. Досомне аюгы бетек. Бые гымныдыгви. Ягат хылыхые мыднугып. На примере высказывания Юмжаны мы сегодня научимся говорить в настоящем времени. Говорить о том, что происходит сейчас. Настоящее время глагола образуется при помощи окончаний на, но, не. Жишень хылы хылыны, хана хананы, оша ошаны. Как видно на примерах, выбор окончаний зависит от того, какая гласная присутствует в корне слова. Если то хылыны, если то хананы, если то о шана. Сейчас посмотрим на примере предложений Юмжаны. Я сейчас понимаю, что надо учить. Узыхы хырыкте гыжымыно элга нап. Мне нравится буддизм не в плане религии, а как искусство. Намды будын шажане урлыл хэшагда на. Я поняла, что это моя культура. И на мини соил гыжы элга нап. Не могу за всех отвечать, но насчет моего окружения, то да, интересуются своим прошлым, пытаются углубиться, но из-за того, что скомкано, непонятно, мне кажется, это тормозит процесс. Булты зон тухай хылыхы вып, харин мини танилнут нухыт тухыре хонирха на. Гунзыгыгор узыхые оралда на. Харин олың орёзылте дерхень хундор элгагда на. В плане языка много тех, кто не говорит. Хылыне талар олың хунут медены уи. Большинство тех, кто говорит, это те, кто говорит в семье. Бурядара хылды хунуде олынин гырте хорылды не. Внутренний какой-то дискомфорт, самоугнетение. Досомне аюгы бэна. Бые гымнынып. Вот ты не знаешь свой родной язык. Шихылые медены уиш. Сейчас такой момент, когда зависит от нас, от меня, от нашего поколения, будет ли наша культура продолжать жить. Это очень ответственный момент, давящий очень. Мане соил саша ажами дырхыгу, али уйгу гыжы мане утынго, намга дулдыда на. Эны ихы харюсылға хунды ашаң бола на.